Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей», в которой новости из жизни Мордовии за февраль 2019 года будет комментировать Сергей Викторович Суворов, художник, акционист, организатор художественных выставок, перформансов, соавтор фильмов, киноактер. Сергей Викторович. Я Зайчик. И кроме того, комментатор наших новостей. Первая новость заключается в том, что 20 февраля Саранскому аэропорту был присвоен официально распоряжением правительства статус международного аэропорта. Как бы вы прокомментировали эту новость? Какое у вас отношение к нашему аэропорту? Слушай, ну это на самом деле хорошая новость. Привет, Володя. Но есть одно но. Например, я из нашего аэропорта не могу долететь, например, до Грузии или Армении, или до каких-нибудь таких городов, доступных обычному человеку. Вот сейчас нету билетов, чтобы я свободно, мне нужно ехать в Москву, чтобы туда долететь. Поэтому я считаю, что эта новость достаточно пафосная, и так как и многое, что у нас происходит в республике, то есть они присвоили статус международного аэропорта, но по факту, я не знаю, как это будет в дальнейшем, но хотелось бы, чтобы, вот простой тебе пример, есть небольшие города в Европе, очень небольшие, там, может, раз в 5 меньше Саранска, у них есть международные аэропорта, и они действительно таковыми являются. Туда можно прилететь, из Москвы, допустим, я не знаю, из любой точки Европы, и этот аэропорт, он работает. А что у нас? Я не знаю. То есть, подытожив, я хочу сказать, если они вот так назвали, пусть он и будет реально международным аэропортом. Вот что хочется пожелать нашим руководителям. Чтобы это не было фикцией. Вот. Следующий вопрос. Не казаться событием, да. Следующая новость в том, что в Самаре было 4 февраля организовано совещание, и министр спорта России организовал, и от Мордовии был приглашен Владимир Федорович Сушков, как представитель города-организатора чемпионата мира по футболу, и там обсуждалась реализация концепции наследия вот этого чемпионата мира летнего, и каково будущее спортивных объектов, построенных для этого чемпионата, инфраструктуры и так далее. Как вы видите это будущее? Опять же, понимаешь, у тебя вот этот вопрос вытекает из первого. Поэтому они рядом стоят. Они взаимосвязаны, потому что если первый вопрос это попахивает фикцией, то второй вопрос это еще больше фикции, такой мыльный пузырь. Вот смотри, современное искусство это тоже мыльный пузырь по большей части. Почему? Не то, что по большей части, оно на самом деле затрагивает по факту интересные и важные вопросы общества, но если смотреть обывателя, ему кажется, что это ерунда. Но это не только из-за этого. Там сложно как-то, если разбираться, не будем уходить в это, по поводу вот этих огромных строительных площадок, связанных со спортом и около спорта. Вот эти все массовые. Понимаешь, в чем проблема? Мне кажется, проблема заключается глубже. У нас, у общества, у государства нету другой, большей национальной идеи, чем... То есть они не смогли придумать большую национальную идею, чем спорт. И какой-то там международный чемпионат мира по футболу, еще что-то. Хорошо, спорт, но это же... Это опять же из сферы развлечения. Это, как улучшил сам факт постройки стадиона у нас в республике экономическую ситуацию, что здесь увеличилось большее количество рабочих мест для людей, или создалась какая-то новая инфраструктура. Да, я согласен, на момент чемпионата многие были трудоустроены, там студенты, кто постарше, они работали реально на этот стадион. И много сфер было вовлечено во время строительства. Но после
Мне так кажется. Ну, и как бы это и многим. Стадион, но это опять же он выражает массовую культуру, выражает образ такого пустышки, образ вот реальной создавшейся пустоты в обществе. А как художнику вам он нравится, его внешний вид? Эстетически нет, конечно. Почему? Что в нем вам не нравится? Слушай, я как раз работал во время чемпионата Кем? на этом стадионе. Волонтером? Нет. Как это называется? Дворником? Неважно. В общем, мы контролировали Судьей? порядок. Футбольным судьей? Если бы я был футбольным судьей... Секьюрити? Неважно, давай. Ага, правильно. Спасибо за мнение. Нет, Да. я не закончил. Да, извинюсь. Эстетически он холодный, там бетон, пустота, понимаешь? Это все не обжито, и люди там не обживаются. Вот они построили набережную. Блин, это все уже обговаривалось, но это на самом деле так. Уютное то, что соразмерно с человеческим ростом, пространством. Уютное то, что органично, то, что как бы не искусственно созданное. То есть даже небольшим застройкам до 5, там, даже до 10 этажей, она гармонична для человека. То есть вокруг нее может образовываться какая-то инфраструктура, создаваться там детские сады, какие-то, но другие объекты архитектуры, которые необходимы для людей, которые живут вот в этой области. Стадион же это место, так же как другое сакральное место пустоты, как, ну, если сравнить, как некоторые многие площади новые, новодел, это тоже такой вакуум, создающий вакуум пустоты. Это как пустое незасеянное поле. Я не знаю, просто ради шутки могу сказать, что на этом поле, ну, я просто цитирую, например, столицу ЭС. В Европе, по-моему, в Париже или во Франции придумали чемпионат мира по запусканию самолетиков бумажных. Что можно предложить? Ну, как бы, я цитирую столицу ЭС, они предложили, давайте мы проведем чемпионат мира по запусканию этих самолетиков на футбольном поле. В общем, я не знаю, для чего этот стадион. Он, кроме как для, банально скажу, для распиливания некоторых денежных средств, для людей он больше не имеет никакой смысловой нагрузки. Ну да, там было какое-то единение народа, приехали панамцы, японцы, ну, много разных людей, это реально чувствовалось, да, вот когда мы больше такого, возможно, и не увидим, чтобы у нас по городу ходили вот эти люди. Это было, ну, такой праздник, но, опять же, за ним скрывается пустота, потому что, то есть, люди в правительстве, они у нас вместо реальной национальной идеи, которая бы объединяла людей и облегчала бы жизнь в обществе, создают некий вакуум между людьми, государством и между самой жизнью. И поэтому вот человек, когда идет в таком большом, огромном пространстве, ему становится просто одиноко. Вот и все. Следующая новость стоит в соединении нескольких известий. Осенью 2018 года инициативная группа в поддержку увековеченной памяти и восстановления доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии обратилась к региональной власти с, как сказать, пожеланием установить Саранский памятник жертвам политических репрессий. 11 декабря и 10 января во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след» участвовало 2 заявки от Мордовии. По одной заявке была как бы идея установить в парке отдыха Рузаевки арт-объект «Печатное слово», огромнейшая книга, 150 на 100 метров, в честь основоположника книги издательства в Рузаевке. А вторая идея была в Саранске на площади Тысячелетия. Вот сулган, женское украшение размером в 2 метра установить в дань как бы уважения этому этнографическому символу. А 10 февраля 2019 года
столица С сообщила о том, что есть такая организация «Движение Свободный Идель-Урал». Может быть, запрещенная, ну, или не зарегистрированная. Как свободная? Идель-Урал. Это, Идель-Урал? Да, Идель – это Волга, раньше называлась. То есть Волжско-Уральская республика сепаратистская, но дело не в ней, а в том, что они предлагают установить в Саранске памятник национальному герою Рзян и Нязору Пургазу. Вот, Сергей Викторович, как вы относитесь к тому, чтобы в Саранске и в Мордовии появлялись новые арт-объекты и памятники на улицах? Ну ты здесь просто перечислил разные культурные феномены, вернее даже исторические факты и приуроченные к ним памятники, арт-объекты. Да. Но все хотят занять какое-то место. Вот как относитесь к тому, чтобы выдавать место для таких объектов? Нет, естественно, вот про Эдель Урал я не знаю, что это такое. И никто не знает. Их там несколько человек. Я не знаком с этой темой, а по поводу создания некого такого сюлгама, ну почему нет? Ну, возвратимся, если ты говоришь о сюлгаме, то у нас же музей на площади сделан в форме сюлгама, правильно? Музей боевой славы. Они в форме карты Мордовии? Там в форме карты Мордовии и еще... Да. Ну, сложно. Вот эта верхушка, она представляет... Сюлгам, это наверху, правильно? Не знаю. Если я не ошибаюсь. Антон, правильно? Вот. Нет, подожди. Подожди. Ладно. А какая разница? Ну ладно, неважно. Но мне кажется, либо это наверху сюлгам, либо это вот здесь, вот, у женщины. Это у женщин. Значит, это вот здесь. А там как полицейская шапка, мне вообще кажется. Но может я ошибаюсь. Нет, это все хорошо, просто сделал бы это действительно классно. Блин, пусть в этом участвуют молодые студенты, там, я не знаю, художники, и это будет реализовано. Но самое главное, что, если обобщая, хочется сказать, чтобы эти места культурного притяжения были приятны, опять же, сопоставимы с человеком, и они притягивали туда. То есть там было уютно. Вот мой идеал республики, ну вообще Саранск, это такой маленький, очень уютный городок, где здесь каждый уголок настолько обжит, пропитан каким-то духом, что здесь хочется оставаться, то есть постоянно находить новые какие-то связи, элементы. То есть почему нет? Ну, одно другому не мешает. Это опять же будет элементами культурного притяжения. Но, как я уже повторяюсь, у нас могут создавать только элементы пустоты. Сейчас я расскажу, что еще в нашем маленьком мирке происходит. И поэтому я не против памятника репрессированным. То есть, ну, это опять же, это креативно, это в этом будут задействованы многие люди. Пусть это создается, и самое главное, пусть их делают не уже какие-то там художники, которые сделали 150 миллионов памятников, они их уже все видели. Ну, блин, сделайте, пусть это будет даже небольшое что-то там, европейскую культуру, но даже, ну, понятно. Да, понятно. Дать возможность молодым творцам праву на ошибку, доверять им такие вот важные с точки зрения. И, ну, как бы самое главное, не бояться. Да. Понимаешь, проблема в том, что вот власть отгородилась от людей. Любое какое-то инакомыслие, они уже воспринимают как опасность. Сергей Ильич, мы в одном из последних вопросов к этому еще, вашему пониманию, вернемся. Следующая новость в том, что в нашей Саранске, в Мордовии происходят такие события катастрофические. В январе в селе Пушкино Кадошкинского района. Были в Кадошкинском районе? А какие там деревни? Не знаю. Боюсь обидеть жителей. Нет, скорее всего, был, но я просто... Понятно. Вот в селе Пушкино, если вы там были, там
обрушилась стена двухэтажного здания местной администрации. А там находится единственная библиотека, единственный клуб, медицинское заведение. Люди теперь боятся туда заходить. Хотя еще несколько лет назад они предупреждали, что пока не поздно, надо починить. 8 февраля в Рузаевке в общежитии рухнула крыша, разрушила отопительную систему. Люди на верхних этажах проснулись ошпаренные от кипятка, выбежали на улицу, простудили и запомнят эту ночь на всю жизнь. 17 февраля на юго-западе Саранска в одном из зданий на Сиратской облицовочные кирпичи вместе с цементным слоем стали падать вниз, но Ты можешь почти на обобщить людей. этот вопрос? Я понял, что происходит... Почему разрушается? Как сделать так, чтобы не разрушалось наш город? Я не знаю ответа, а вы? Потому что ты не строитель. Просто нужно строить из качественных материалов и для людей. Вы не строитель? Ну не, я учился, но недолго. Понятно. Ну, может, они строят красиво, но... Халтура, потому что все. А знаешь почему? Потому что они не любят зайчиков. Вот это убедили. Следующая новость в том, что у нас есть парадокс такой, или проблема в том, что есть с одной стороны неплательщики за услуги ЖКХ, а с другой стороны, вот тем, кому платят, они, оказывается, завышают цены, иногда даже несправедливо, необоснованно, и потом услуги оказывают некачественно зачастую. Вот как вот эту проблему между взаимное неисполнение договоренностей, как юристу, как вам? Как ее решить-то? Как жить-то после этого? Просыпайтесь и отвечайте на вопрос, очень важный вопрос. Я понимаю, нужно долго думать. Сложно. Тоже не знаю, как ответить. Это среди неразрешенных русских вопросов. В каждой стране свое название этим вопросам. Я не знаю, что тебе ответить. Да, мы подумаем. И я буду думать над этим вопросом. Вот следующее, вам как человеку с обостренным ранимым чувством красоты и восприятием красоты. У нас меняется облик города за счет того, что возводятся новые жилые кварталы. Вот в район жилой комплекс юбилейный застраивается вовсю. В каждом районе по садику. В этом году достроят 2 садика в Мордовии. 6 новых детских садов начнут строить. В разных городах будут строить новые здания. Как вы относитесь к тому, что меняется благодаря вот этим новостройкам облик нашего города, в котором вы прожили юность, отрочество и так далее? Как вы к этому переживаете? Все, что новое, построено, новое здание, я тебе правду скажу, мне ни одно не нравится, вообще ни одно. В Саранске? Вообще ничего. Потому что вы сравниваете с городами, которые вы ориентируетесь на лучшие. Понимаешь, вот простая Сталинка, даже она гораздо лучше любого новодела. Ну, это не простая Сталинка, на самом деле там строили, там были какие-то нормы, там стены метровые, по 90 сантиметров стена, кирпичная, 90-сантиметровая стена, может даже больше. Мне не нравится эстетика пластмассового дома. Это просто дешево, быстро и... Ну, это некрасиво. Можем дальше. А внутренние квартиры внутри? Вот подожди, вот мы сейчас находимся в новом здании. Ну, а нет, про жилые дома лучше. Жилые новые дома. Дома Ленин, Нет. другие. Не нравится внутри. Стараются, не угодишь на вас, художников. Блин. Они не угождают, они просто делают деньги, вот и все. А вот я скажу вам, кто не делает деньги. 3 февраля прошлого года в Саранске была презентация Мордовского регионального отделения добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». С 2010 года организация занимается поисками без вести пропавших людей, 50 региональных отделений, 40 тысяч поисков, около 14 тысяч найденных людей. В Саранске несколько месяцев руководила региональным отделением Наталья Клюткина, теперь по мужу Романчева. Она сама свою жизнь посвятила, часть своей жизни этому делу, потому что ее родной брат пропал осенью 2015 года. И спустя 2 года безуспешных поисков она в день его рождения организовала
ВКонтакте группу, в которой посвятил брату, сказал, что это все для тебя, ради тебя, во имя тебя. Потом эта группа переросла в движение. Они вот уже десятки людей вроде бы нашли, уже 20 человек ей помогают в этом деле. Вот не могли бы тоже поддержать их на взлете, их, вот это их благородный полет. Ну, это, безусловно, хорошее занятие. Главное, что людей находят, Да. не всех, и, может быть, даже живых находят, правильно? Да. Безусловно, это позитивное начало, и причем зачаток такой гражданской ответственности, зачаток образования гражданского общества, то есть самоорганизация. Любые такие начинания, они правильные, и чем больше, тем больше люди будут более самостоятельны, то есть самостоятельны, и тем больше они будут развиты муниципалитет. А вот если возвращаться по поводу ЖКХ всего, просто у нас из-за того, что не развито вот это гражданское общество, мы по большей части на многие вопросы кладем большой болт. Вот. А если в Европе ситуация наоборот обстоит, ну, например, в Германии. Они берут ответственность за свой дом, за свой райончик, да? Нижний уровень, то есть муниципалитеты, они настолько развиты, что все вопросы там решаются на местном уровне. И нам нужно как бы к этому стремиться, и тогда и проблемы с ЖКХ у нас тоже не будет. Да, я очень прям подписываюсь. Но вопрос, знаешь, мне кажется, проблема в том, что да, это как бы, я просто сказал очевидные вещи, в принципе, я здесь все говорю очень очевидно, но нету людей, которые бы этим занимались. Вот именно. Вот появилась вот эта женщина, да. Причем ее сподвигло как бы утрата своего брата, да? Тут получается, чтобы человек что-то сделал такое серьезное, у него должно произойти что-то. Но у скольких людей пропали, и они не посвятили себя. То есть это говорит о том, что она вот на свою творческую часть, то есть, ну, замечательный человек, как говорится. Да. Дело не в этом, понимаешь? Вот наговорить можно кучу всего. Хочется, чтобы... А свои часы времени посвящать этому, это уже... Нет, ну хочется вот, чтобы из наших разговоров, вот, я не знаю, из этого всего был какой-то позитивный, конкретный материальная отдача или что-то, ну, продолжение. Я не знаю, вот к чему мы это все говорим? Зачем? Чтобы люди приходили, общались, что-то продвигали, создавали? Чтобы те 20 человек, которые вместе с Натальей этим занимаются, видели, что хотя бы кому-то, хотя бы кто-то замечает вот это высокое напряжение, благородство, которое есть. Ты просто подчеркиваешь, что среди всего есть и хороший момент. И если мы хотя бы сами этим не занимаемся, хотя бы мы должны сказать им спасибо большое. Вот мы им говорим. Да. Хотя мы можем просто мимо пройти, а мы говорим. Их поддерживаем, молодцы. На самом деле, да. Ты сейчас мне все перечисляешь, я очень много для меня, как бы я просто узнаю. Да, а тут я специально ставлю в такое положение гостей, чтобы они импровизировали. Следующая новость такая. Нужно можно как-то быстрее поем? Просто постараюсь. Обобщай. Хорошо. Следующую новость нужно осторожно ответить. 6 февраля вы помните, чем вы занимались, Сергей Викторович? Ну, 6 у меня был день перед 7 февраля, когда был день рождения. Ой-ой-ой. Вот. Скорее всего, я был дома. Ты дома. А в 6 утра 6 февраля в квартиры 15 членов протестантской религиозной организации «Свидетели Иеговы» Саранск, оговоримся, что это запрещенная организация на территории России, в Саранске в Рамадан пришли с обысками. Сотрудники ФСБ, Управления экономической безопасности МВД и так далее. Видеозапись растерянных хозяев квартиры в домашней одежде по телевидению Мордовии показали, чтобы опозорить их, чтобы показать, какие они плохие. Я считаю, что это неправильно. Вот. И по поводу этого, да, тут можно перечислять, как к ним относились, и сколько уже существует эта организация, да. То есть как вы к веротерпимости относитесь? В том-то и дело. У нас, понимаешь, у нас нету веротерпимости. У нас есть в обществе одна главная религия.
то есть превалирующие. Конфессия, да. Конфессия, да, одна. Вторая дополнительная конфессия. У нас, то есть, а по факту обществом руководит одна, то есть у нас общество моноконфессиональное. Анально. Да. Не бойтесь этого слова, конфессионально. А все, что является, отходит как бы от этого, они признают сектами. Я далек от свидетелей Иеговы. Возможно, это реально какая-то секта, и там что-то есть опасное. Я не знаю, правда, не знаю. А может быть, это, ну, то есть у них есть, они вреда никому не делают. Да. В общем, вы сторонник того, чтобы расцветали все цветы, чтобы существовали десятки, сотни разных Нет, конфликтов. подожди. Да. Я, во-первых, чтобы расцветали не все цветы. Которые чтобы не общество обязательно было красивые, да? здоровое, понимаешь? Да. Расцветали все цветы, это мы придем к... Хаосу. Ну, не знаю, в Европе, например, очень это становится для них проблемой, нетрадиционные браки, да? И реально, когда люди из России, например, девушки приезжают в Европу, они, то есть гораздо им проще получить гражданство какой-нибудь европейской страны, потому что у них не хватает, грубо говоря, женщин половозрелого возраста, чтобы они могли родить здоровых детей. Это проблема. Вполне возможно, как бы свидетели Иеговы проповедуют какие-то традиционные ценности, и в кругу них люди вырастают, то есть с нормальной ориентацией, да? Здоровой, потому что любая другая ориентация, и это не я говорю, это признает судебная психология или медицина, что это является отклонением, то есть это является девиантным поведением. Несмотря на то, что как бы художник, он всегда выходит за какую-то грань, но нужно понимать, что художник, он сознательно выходит за какую-то грань для того, чтобы как бы обострить какие-то моменты. Вот. Но это мы уже ушли. Да, ушли. Очень далеко ушли. Но что касается конфессии, если они призывают к насилию, вы сторонники того, чтобы понимаешь, если выбора людям... они развивают нормальные ценности, то есть учат людей добру, труду, патриотизму, почему нет? Да, вот и евангельский стандарт, который общепринят и сейчас легализован во всех развитых странах, то есть вы не считаете, что нужно там... Я не вижу в этом ничего плохого. А в том, чтобы их наказывать, видите? Вопрос в другом. Просто у каждого своя истина. То есть Бог с ним, пусть они верят во что-то. Главное, чтобы другим людям и вовне это не было вреда. И опять же, возвращаясь, то есть, если говорить о нетрадиционном чего-то, да, то есть секте или там вероисповедании, или... Прическа нетрадиционная, допустим, одежда если это нетрадиционная. не видно, не мешает другим Смотря людям, что является традицией. это не мешает другим людям. Например, вы дома можете у себя чем угодно заниматься, главное, чтобы газ не пускали и дом не взрывался. Ну, я считаю, что так. Следующая тема похожая. Называется политическая толерантность. Вы свою акцию в каком месяце организовали? В декабре? Слушай, я, по-моему, Или в январе? мне кажется, какую конкретно? Ну нет, все последние акции я сделал, это был декабрь и конец ноября. Где было удобрение? Удобрение власти это ноябрь. В ноябре даже, вот, Да. в ноябре. А в феврале очень много мероприятий. И родители все... Да, вот по поводу закона, по поводу власти, то есть оскорбление власти, нельзя уже ее называть. Ты к этому ведешь? Нет, не к этому. Ну давай. Это мартовск. Но это... А здесь вот именно про то, что разные политические организации проводят разные политические мероприятия в феврале. У нас и КПРФ, и Всероссийское родительское собрание, и даже запрещенная тоже организация Михаила Борисовича Ходорковского «Открытая Россия» тоже в Саранске провела. И органы УФСИН Мордовии тоже около памятника сотрудникам, погибшим при исполнении. И ЛДПР в феврале провели, и воины-афганцы, и вдовы, матери погибших тоже организовали. Как вы относитесь к тому, чтобы тоже у граждан Мордовии был выбор разных политических организаций для формирования своего понимаешь, вот я к этому отношусь как к театру, понимаешь? Вот мой перформанс, это тоже, вот, который был в ноябре,
доброй власти, это театр. И все эти люди, это тоже реально вещи не меняются. Это просто театральная такая декорация. Это все не настоящее. Я к этому именно так отношусь. Ну, все равно, они же стараются, они пытаются, ладно, не получается, но они пытаются каждый свое. Но чего они пытаются? Понимаешь? Я думаю, что это просто органы ФСБ так распределили. Вы будете делать это, представлять это, вы будете делать это. Ну, они про ваш перформанс тоже так же могут сказать, что типа вам получилось безусловно, организовать. да, могут сказать, что мне заплатили деньги. Это же неправда. И про них неправда. У каждого своя линия политическая. Это неправда, но я хочу сказать, да, это действительно правда, я за это получил 100 тысяч евро. А они не получили. Вот и все. Это шутка. Ну, понимай, как хочешь. Шутка, потому что голова зайца, она очень дешевая. А то ей бы тоже перепало, поэтому мы приближаем кадр. И последняя новость, которую мы традиционно берем пример для Мордовии и из других стран. В этот раз я обратил внимание, в феврале конкуренция продолжалась, до сих пор она продолжается, кандидатов на президенты Украины. 3 есть самых больших шансы Тимошенко, Порошенко, Зеленский. У других меньше шансов. Как вы относитесь к тому, чтобы даже на уровне нашей республики, на уровне парламентских выборов и выборы главы республики, тоже наше общество желало вести эту конкуренцию, чтобы до последнего дня не было известно, кто победит. Я хочу сказать, что на самом деле никогда такого не будет. Общество управляет. Но вы бы хотели, чтобы такое было у нас в Мордовии? Нет, я такого не хотел бы быть. Потому что, понимаешь, если бы мы реально не знали, кто придет, то к управлению обществом мог бы прийти второй Гитлер или еще там кто-то. То есть человек опасный. Я думаю, такие вещи в любом случае, они просчитываются на ходы вперед. И уже точно известно, как минимум, несколько вариантов, кто будет. И это все просчитывается. А, скорее всего, известен конкретный вариант, кто точно будет управлять нами. То есть, если мы говорим о таких вещах, понятно, что на местном уровне там это как-то больше шансов, а на более высоком уровне там все уже конкретно. Да я не согласен, если он второй Гитлер, его уже арестуют, если он будет призывать к чему-то насильственному, его в момент агитации арестуют, или когда он придет, там его осудят, в том числе федеральные органы власти, если он начнет реализовывать каким-то образом политику. фашизм пришел к власти однажды? Так он пришел не демократическим путем, а потому что Гитлера назначили канцлером, А ты хочешь сказать, что... а он принял законы, запрещающие другие партии. Здесь демократия... А ты хочешь сказать, что демократическим путем совершилось, например, возврат Крыма, ну, допустим, как ты считаешь, это демократический путь, да? Я считаю, не демократическим. Вот. Я не говорю, что это потому плохо что или хорошо. не было наблюдателей на выборах и не было конкуренции. Или, например, и ты считаешь, что демократическим путем совершился распад Советского Союза. Я не согласен. Демократическим, потому что Верховный Совет всех разделяющихся стран проголосовал за то, чтобы вот совершить этот поступок, который я не поддерживаю. Было несколько человек, которые... Я это тоже не поддерживаю. И поэтому, если... Против были кто? Горбачев, Явлинский и еще несколько известных политиков. Остальные все были за развал Советского Союза. А значит, демократические органы власти проголосовали за развал. Если говорить, что... Это было плохо в данном случае. Если возвращаться к Крыму, то... Но демократически. Крым, то есть его отдали Украине, то есть юридически это как бы не обосновано, правильно? Но мы потом легализовали, заключили договора о дружбе и законах, потом был меморандум Будапештский, где мы признали границы. Кто отдал Крым Украине? Хрущев или кто? Там Брежнев, я не помню кто. То есть это в тот период произошло. А какая разница, когда? Не. Если мы будем пересматривать это было незаконно. Значит, это было законно. Нет, смотри. Внутри одного государства перераспределение границ. Вот сейчас, допустим, в состав Чечни перешли такие территории Дагестана. Это просто на словах. Нет, это было... А потом они де юре как бы отдали. Де юре все законно было. По факту получается, что Крым как был советским, потом русским, так он и остался. Просто какой-то правитель решил, а вот я отдам, да? То есть это тоже неправильная вещь. И я считаю, что Крым, он не был, как он был нашим, так он и
Ну, это уже какие-то такие вопросы. Хорошо, что мы не согласны друг с другом, но конкуренция у нас в республике демократическая. Вы У нас считаете опасной? Нет, вопрос... Она вам нужна? Конечно, нужна. Нужна. Нет, да, нужна конкуренция, но ее нет.